Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Сход снега прямо на машину. С метр, наверное, вот она. Вот даже сейчас видно, какая там большая шапка до сих пор лежит. Каковы причины ЧП, в каком состоянии пострадавший, расскажет Искандер Гималдинов. Герои без плащей. Бывает и ночью работать, на сутки остаешься иногда. А тех, кто на страже чистых дорог и улиц города, расскажет Регина Игудина. Глобальные преображения. Мы создаем новый дизайн-код, новые визуальные решения. Как в Казани поменяются голубые озера, расскажет Рамиль Шайдуллин. В Татарстане резко потеплело, температура поднялась до нуля, вышло солнце. Все это спровоцировало сход снега с крыш. Пока коммунальщики заняты дорогами после аномального снегопада, козырьки и кровли остаются нетронутыми. В ближайшие дни также тепло, оттепель до конца недели. А значит, высок риск оказаться под снежной лавиной. По всей России уже несколько пострадавших. Тверь, Киров, Ярославль. Теперь в этом списке и Казань. Снежная лавина сошла с крыши одного из домов на улице Кулагина. В это время во дворе стояла машина, которая и приняла на себя весь удар. 32-летний водитель был в салоне, его пришлось госпитализировать. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура. Тем временем управляющая компания еще не приступила к уборке кровли, хотя жители жаловались на наледь неоднократно. Сегодня на место выехал Искандер Гималдинов. Крыша, говорит, вся мятая, я говорю, откуда упала. Именно так выглядит Лада Приора, попавшая под сход снега с кровли. У автомобиля разбиты стекла и серьезно помята крыша. Сам водитель получил серьезные травмы. Рука разрезана, голова. Травма головы. Это вот так снегом получается? Да. Крышу придавило. Ну, пассажир бы, если там с ним был бы насмерть. Как все происходило, рассказывают очевидцы. Сидела, читала и слышу звук. Смотрю, падает снег. И все, больше я ничего не видела. А звук, вот насколько он сильно, не сильно был? Ну, он сильный был, даже эти стекла задребезжали. Сильно даже телевизор дребезжал, вот так, не показывал. Сильный шум, как и даже дом трясся, мне показалось, вот честное слово. В момент схода снега у подъезда стояли молодые люди. Они видели, что в автомобиле есть человек, и помогли ему выбраться из салона. Ну, вот это произошло, еще одна волна упала. Ну, и он там травмировался. Мы к нему подошли, поинтересовались, вроде как бы, что рука в крови у него была. Уже сегодня во дворе не осталось никаких признаков вчерашнего происшествия. Двор полностью вычистили, машину эвакуировали. Нетронутой осталась только злополучная крыша. Жители пишут жалобу в управляющую компанию и в народный контроль уже не первый раз. Постоянно, у нас постоянно, да. Висит над этим. Прям с детьми страшно идти, мы бежим до школы прям. Как рассказали жильцы, дом обслуживает управляющая компания «Уют-сервис». Даже после ЧП на крышу никто не поднялся. Рабочих они видели только во дворе. Кто отвечает за уборку крыши и содержание дома, сейчас выясняет прокуратура Казани. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, в том числе очистку крыши от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. 32-летнего водителя «Лады» госпитализировали в РКБ. По предварительным данным, у него было сотрясение мозга. Сейчас чувствует себя лучше. По данным РКК, повреждений головного мозга и костей черепа нет. Диагноз такой: ушиб ткани головы и ушибы верхней конечности. Пациент побыл у нас, обезболенный, отпустили домой. Как нам сообщили в управляющей компании, после ЧП комиссия выехала на обход территории. Может, поэтому сегодня нам не удалось до них дозвониться. Возможно, вся команда управляющей компании в эти часы занимается очисткой снега как во дворах, так и с крыш. Поэтому времени на общение с нами не хватает. Искандер Гималдинов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. После нашего репортажа о протекающей крыше у участника Великой Отечественной войны прокурор Татарстана Альберт Суергулов поручил провести проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям управляющей компании и подрядной организации. Накануне мы рассказывали, как в 56-м доме на Восстания уже 16 лет протекает крыша. Причина, по словам жильцов, некачественный капремонт. Проблема усугубляется после снегопадов. Квартира ветерана Александра Малова на 5-м этаже одна из первых принимает удар стихии. Мы следим за развитием событий и ходом прокурорской проверки.
Уже вторая неделя масштабной уборки города. Дорожникам и коммунальщикам помогают горожане. Сегодня пример гражданской ответственности показали и студенты вузов из СУЗов, Вахитовского и Приволжского районов. Ребята расчистили территорию детского дома по улице Агрономическая, тротуары возле 18-й поликлиники, 186-го лицея и здания медико-социальной экспертизы. Не остался в стороне и баскетбольный клуб «Уникс». Спортсмены убирали прилегающую территорию баскет-холла, чтобы зрители комфортнее добирались до остановок общественного транспорта. У нас все есть необходимое для работы. Лопата, желание, инициатива. Самое главное, это, я считаю, это желание. Также мы призываем людей нашего города помочь по уборке снега, чтобы все было красиво и чисто. Я думаю, что вместе с общими усилиями мы справимся и приведем в порядок город. Настоящими героями этих снежных дней стали дорожники. Они практически в круглосуточном режиме убирают улицы столицы. Есть водители, которые за январь уже отработали 23 смены, успели сменить несколько видов техники. В день делали в 2 раза больше рейсов, чем обычно. Иногда их ритм не выдерживала даже техника. Чаще всего ломались двигатели и выходили из строя дворники на лобовом. Работая в сложнейших условиях, за 2 недели с улиц города вывезли 466 тысяч тонн снега. За всю зиму почти миллион. О героях трудового десанта расскажет Регина Ягодина. Это улица Сибгата Хакима, одна из самых оживленных магистралей города. Радик Саляхов здесь практически прописался. И день и ночь повторяет один и тот же маршрут. Уборка снега в Казани идет в круглосуточном режиме. С маленьких лет с отцом ездил, от него научился, как машину водить, ремонтировать. И мне эта профессия понравилась. До сих пор работаю уже больше 40 лет. 8 рейсов в сутки – это в 2 раза больше обычного графика. За 2 недели почти 100 раз съездил на снегоплавильную камеру. Такого снега еще никогда не было за 7 лет здесь. В этом году осадок много. Еще ожидаем, на этой неделе, говорят, еще будут осадки. Раиль Гелячев в рабочие дни трудится на дорогах столицы. В свои редкие выходные садится за руль личного трактора и помогает родителям, которые живут в Спасском районе. Работы хватает и в деревнях, и в районах. Везде снега много. Нынче много снега выпало, да. Вот. Мы как умеем, как стараемся, выбираем. Хотим уж закончить побыстрее все это. Работы они не боятся. Главное, чтобы путь был свободным от других машин. Но с этим в Казани проблемы. Щеткой проходился, коньки отлетали. Иногда, бывает такое, потому что они могут поцарапать, помять. Так что, убедительная просьба, не ставить прям близко машины к тротуарам. В таких случаях трактористы вызывают сотрудников ГИБДД, чтобы найти собственника автомобиля. Зачастую мешающий транспорт эвакуируют. Василий Андреев, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса, берет с собой термос с горячим чаем и обед. И в кабине всегда икона. Надо и Бога вспоминать, чтобы вроде иногда и помогает. Сегодня выглянуло солнце, а вместе с ним появилась и надежда, что небесная канцелярия жалится над дорожниками. Приходится как в аренду благоустройство вызывает, мы распределяемся потом по работе. Бывает и ночью работать, на сутки остаешься иногда. В этом, может, это сложновато, но приходится выходить поработаем. С начала снегопада в Казани выпало 57,5 миллиметров осадков. Это 125% от месячной нормы. За январь норма превышена на 177%. Служба переведена на удлиненный рабочий график, чтобы как можно быстрее чистить город от снега. Стараемся всеми силами, привлекаем наемную технику в большом количестве, чтобы как можно быстрее вывести. Трудовой десант на дорогах города продолжает работу в усиленном режиме. План «Буран» пока действует, а это значит, водители погрузчиков, снегоуборочных машин и самосвалов продолжат чистить улицы города, чтобы освободить Казань от снежного плена. Регина Ягудина, Ирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В
Казани сегодня представили концепцию развития Голубых озер. Ее разработали по поручению Рустама Минниханова. Специалисты Института развития городов намерены превратить природную достопримечательность в парк отдыха мирового уровня, но с сохранением ее уникальной экосистемы. Общая концепция свяжет большое, малое и проточное озера и предусматривает снижение антропогенной нагрузки. При этом водоемы не закрывают, но они должны функционировать по принципу национальных парков России. Как этого будут добиваться, расскажет Рамиль Шайдуллин. Казанский Кремль столетиями считается главным символом Казани. Символично, что именно в его стенах сегодня обсуждают судьбу другого, более молодого, но тоже символа города – Голубых озер. Здесь появляется надежда на их светлое будущее. Голубые озера называют природным феноменом. Их уникальная среда с каждым годом все больше притягивает людей. Ежегодно сюда приезжает по 120 тысяч человек. В сутки почти 1000. Как говорят специалисты, бесконтрольное посещение пагубно влияет на памятник природы. По поручению Раиса необходимо было найти компромисс между туризмом и бережным отношением к окружающей среде. Мы хотим применять те же подходы к нашему региональному ОПТ, где не действуют правила к национальным паркам федерального значения, как к национальным паркам федерального значения. В сентябре Рустам Минниханов провел на озерах выездное совещание. По его поручению все это время Институт развития городов совместно с учеными разрабатывал концепцию, которая позволила бы снизить антропогенную нагрузку. Как показали социальные исследования агентства «Промрейтинг», 90% жителей Казани считают, Голубые озера нуждаются в охране. Мы, как специалисты-экологи, полностью поддерживаем, то есть рассеяние потоков и снижение антропогенной нагрузки, то есть мы как минимум максимально разовой на те территории. Чем больше будет точек притяжения, я думаю, тем больше мы сможем получить именно экологических эффектов. К 2025 году на территории озер появятся эко-ворота, организованные точки входа. Здесь же будут парковки. Одна рядом с Большим Голубым озером, вторая у моста дороги М7, третья у Крутушки. Откроют прокат снаряжения, поставят контейнеры для мусора, установят датчики мониторинга посетителей, проложат экотропы до озер с альтернативными маршрутами. Будет экостанция для контроля состояния воды, где мы сможем на постоянной ежедневной основе брать пробы воды. Этим у нас ведение Минэкологии занимается, и по итогам этого года мы сможем увидеть реальные цифры, то, что происходит с озером и какие наши дальнейшие действия. Для любителей купания создадут 5 купелей. Их расположат так, что вода будет сразу уходить в Казанку, а дно озер останется нетронутым. Позволит по-новому открыть территорию Голубых озер и Казанки. И позволит решить ряд проблем. Стоимость всех работ более 350 миллионов рублей из бюджета республики. Более 130 миллионов стоила реализация первого этапа. Средства, потраченные на берегоукрепление и еще на 2 вида работ, это 76 миллионов рублей. И 295 миллионов рублей – это та сумма, которую мы должны будем освоить в текущем 2024 году. Как заверили сегодня, после масштабного преображения посещение Голубых озер останется бесплатным. Из-за их расположения в чаще леса не будет здесь и коммерческих сервисов, лишь организация экскурсий, питания и проката. Рамиль Шайдуллин, Санзаитова, ТНВ, Казань. УК по ЖКХ в 2023 году продолжал начислять плату за невывезенный мусор. За 5 лет в отношении регоператора возбуждено 11 административных дел и вынесено 9 предупреждений. Проблемы сегодня озвучили на заключительном заседании рабочего штаба Госкомитета Республики по тарифам. Подводили итоги 5-летней работы, когда стартовала так называемая мусорная реформа. С тех пор за вывоз отходов отвечают региональные операторы по ЖКХ и Гринта. Как отметили, чаще всего жители республики волнуют вопросы по начислениям и полным мусорным контейнерам. А часть населения даже не знают о существовании регоператоров. Такие переполненные мусорные площадки уже стали привычной картиной для каждого третьего двора в республике. Этот на улице Восстания не исключение. Отходы перестали вывозить из-за сильных снегопадов. Проехать контейнером мусоровозы попросту не могут.
По словам регооператоров, на сегодня сбой графика по вывозу мусора около 30%. Однако плата за услуги все же будет начислена, отметили в Гринте. Мы же в любом случае потом этот мусор весь вывезем. То есть это складирование происходит на контейнерной площадке, как и должно быть. Но этот мусор будет отправлен в дополнительную машину. Он в полном объеме будет вывезен. Несвоевременный вывоз мусора и начисления в топе жалоб татарстанцев. Об этом говорят данные соцопросов. Цифры озвучили на заседании штаба Госкомитета по тарифам. На повестке итоги работы регоператоров. 47% опрошенных в частном секторе вообще не знают, что такое региональный оператор и кто вывозит мусор из частного сектора. И 54% говорили о том, что мусор вывозится нерегулярно. Претензии в адрес регооператоров сегодня звучали и от Федеральной антимонопольной службы. С 2019 года в отношении Гринты они выписали 5 предупреждений. У УК по ЖКХ дела обстоят хуже. Возбуждено 11 дел, выдано 9 предупреждений. Так, регоператор отказывал в доступе на полигон. В период пандемии продолжал выставлять счета закрытым организациям. А в прошлом году начислял плату за вывоз мусора населенным пунктам, где нет контейнерных площадок. Дороги нет, люди там иногда порой даже не проживают, допустим, в зимний период. В то же время платежи регулярно приходят, там ни дороги, ни поездки, ни вывоза, ничего нету. На наш взгляд, абсолютно безответственная позиция со стороны регионального оператора, на который, конечно, мы будем реагировать до последнего. И не дадим, нарушать законодательство. На это у регоператора свои доводы. Да, есть такое, было грешны. Тем не менее, есть еще населенные пункты. Андрей Николаевич, помните, да, вот такое зимняя горка, причем не бедные люди там живут. Вот они судили с нами несколько лет о том, что они мусор не образовывают и платить они не должны, поскольку в населенном пункте нет контейнерных площадок. Во-первых, глава сельского поселения сделал дважды попытку организовать контейнерную площадку. Их разгромили, поскольку они все равно, близлежащие населенные пункты или в Казани, они мусор выкидывают. Как отметили, за 5 лет заменили 22 тысячи контейнеров для ТКО. В планах изучить опыт Нижнего Новгорода по введению тарифа на раздельный сбор мусора. В комитете по тарифам подчеркнули, теперь мониторинг за регоператорами возложат на Минстрой. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Нулевой экстрим в феврале. Каким будет обычно самый холодный месяц в этом году? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Елабужский район. Он открыл новое производство в особой экономической зоне Алабуга. Здесь будут делать магистральные полуприцепы мирового уровня. Также Раис осмотрел новый жилой комплекс, построенный для сотрудников особой зоны в рамках реализации кадровой стратегии, и посетил колледж Алабуга Политех. Подробности в репортаже. Так, вы откуда родом? Краснодарский край. Вы? Челны. Я приехал в город Усть. С первокурсниками Алабуга Политех Рустам Минниханов пообщался в новом жилом комплексе. Он построен для сотрудников заводов-резидентов, студентов колледжа и участников международной программы «Алабуга Старт». Арендные квартиры оборудованы мебелью и бытовой техникой. ЖК на 4200 человек возвели за рекордные 9 месяцев. Мы хотим построить мощный район. Это новый район. Да, на 50 тысяч жителей. То есть, соответственно, будет 25 тысяч это места в хостелах. Вот перед вами представлен шкаф, который собирали студенты по электрическим схемам. В колледже Алабуга Политех сегодня учатся 2000 студентов по 18 направлениям. Раис республики оценил условия и узнал о методиках обучения. Наша цель – подготовить ребят, которые смогут на себя взять миссию и начать строить новое производство. Уже в особой экономической зоне Рустам Минниханов посетил автозавод «Аурус». Серийное производство здесь открыто с 2021 года на готовых индустриальных площадях, которые Алабуга предоставила инвестору. И сегодня в особой зоне запустили новое производство магистральных полуприцепов «Вагнер Майер Русланд». Мощность 2100 единиц в год с последующим ростом до 3000. Инвестпроект на 745 миллионов рублей предполагает производство 3 типов полуприцепов – шторный, бортовой и контейнеровозный. Раис республики отметил, для страны это очень нужный продукт. Сегодня мы видим, каким образом развивается перевозка, и автомобильный транспорт является одним из основных звеньев. И, конечно же, республика, которая производит самое большое количество тягачей, я думаю, сразу будет комплектовать современными мирового уровня
полуприцепами. Уже заключен 5-летний контракт на поставку 9 тысяч полуприцепов. Есть зарубежные заказы из Беларуси и Казахстана. Рустам Минниханов поблагодарил инвесторов и отметил особую экономическую зону, которая предоставляет резидентам всю инфраструктуру для быстрого запуска производства. Лина Знатульна, Давид Абдулин, ТНВ, особая экономическая зона Алабуга. Итоги работы в 2023 году сегодня подвел молодежный парламент при Госсовете Республики. В заседании принял участие Фарид Мухаммедшин. Как сообщили, молодые парламентарии уделяют внимание вопросам развития села, экологии и защиты животного мира. Активно работают в своих городах и районах, участвуют в парламентских уроках, организации гуманитарной помощи жителям новых регионов, проводят образовательные и просветительские курсы. Как отметил Фарид Мухаммедшин, члены молодежного парламента всегда должны быть в авангарде работы с молодежью, как в учебе или работе, так и в общественно-политической жизни. Наша молодежь зрелая, но работать молодежи вот этому активу, вот так работать. Огромный объем работы. Мы рады, что молодежный парламент, школу которого вы проходите, думаю, что оно в первую очередь вам помогает. Напомню, что молодежный парламент позиционирует себя максимально открытой площадкой, поэтому мы принимаем обращения не только через официальные источники, там, через электронные документооборот, через официальную почту, но и просто через сайт, через наши социальные сети парламентариев. Отделение социального фонда по Татарстану успешно прошло реорганизацию. Об этом сегодня объявили на итоговой коллегии. Напомним, в минувшем году в России в один орган объединились пенсионный и фонд социального страхования. Татарстанское отделение обслуживает более 1,5 миллиона человек, оказывая свыше 200 услуг. 5-я часть предоставляется в электронном виде. В минувшем году расходы превысили 300 миллиардов рублей. На сегодняшний день социальный фонд – это действительно самый крупнейший институт государственной поддержки в республике. То есть мы сопровождаем граждан с момента рождения до назначения пенсии, поэтому можно сказать, что все жители республики, они являются нашими клиентами. Объединение не оказало влияния на сроки рассмотрения заявлений граждан, правила назначения и выплаты пенсий и пособий. Все права граждан в процессе реорганизации сохранены и гарантированы в полном объеме. Вице-премьер Лейла Фазлеева отметила, необходимо своевременно производить выплаты, информировать граждан о полагающихся услугах и предоставлять их в проактивном режиме, то есть не дожидаясь заявления. Первостепенной должна стать помощь участникам СВО и их семьям. В минувшем году ежемесячная выплата назначена для более чем 3000 ветеранов боевых действий. Мы говорим с вами о помощи участникам специальной военной операции. Традиционно и четко мы с вами понимаем, что этому вопросу в своей рабочей повестке мы отдаем первое место. И все те обращения, которые сегодня поступают, они носят опять-таки характер незамедлительного реагирования в разные структуры, чтобы уровень обращений был возможен любой. И в электронном, и в бумажном, в случае необходимости в виде и приходом, и приемом, и горячей линией. В Салават-Купыре откроется самая большая поликлиника в Казани. Строительство планируют завершить ко дню города. Ход работ сегодня проинспектировал Ильсур Медшин. С учетом растущего населения микрорайона медучреждение рассчитано на 60 тысяч человек. Трехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров объединит взрослую и детскую поликлиники, отделение профилактических осмотров, женскую консультацию, травмпункт. Здесь разместятся инфекционные отделения и филиал станции скорой помощи, и будут работать 5 бригад. В поликлинике будет и 2 дневных стационара, взрослый и детский. В смену планируют обслуживать 750 пациентов. Сейчас строительные работы выполнены на 53%. Такой большой объект мы в Казани еще не строили. Это будет самый большой объект. И надеемся, его к Дню Республики, к Дню города строители готовы сдать. Есть недостаток финансирования, но этот вопрос тоже нужно будет решать. В Татарстане жеребьевка бесплатного и платного эфирного времени для кандидатов в президенты России состоится 15 февраля. Такое решение сегодня принял ЦИК Республики. Места в своей программной сетке предоставят государственные, региональные теле- и радиоканалы. Зрители смогут увидеть агитационные ролики, выступления и дебаты кандидатов в президенты России и их доверенных лиц. Телеканал ТНВ и радиостанция «Булгар-Радиоса» традиционно предоставляют эфирное время, транслируя весь спектр событий, посвященных выборам.
выборам. Отметим, голосование пройдет с 15 по 17 марта. На сегодня зарегистрированы 4 кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Дованков. Можно предположить, что мы с вами в течение 10 дней уже будет у нас полный список тех кандидатов, которые продолжат участие в кампании по выборам президента Российской Федерации. Продолжается набор на контрактную службу. Все выплаты и льготы продолжают действовать. Также иностранцы, решившие заключить контракт, теперь могут получить гражданство России в ускоренном порядке. При заключении контракта выплачивается единовременная выплата 195 тысяч рублей от Минобороны, еще 105 тысяч от ДСААФ Татарстана. Для казанцев еще 200 тысяч от исполкома города и 100 тысяч от предприятия, где работает человек. Также продолжает действовать выплата в 305 тысяч рублей по указу Раисы Республики для мобилизованных и призывников, решивших перейти на контрактную службу. Заключить контракт могут люди в возрасте от 18 до 64 лет. Предварительно нужно пройти медкомиссию. Для разъяснения подробной информации действует единый номер 117. Подать заявление можно онлайн через портал госуслуг или прийти в ближайший военкомат. Также в Казани работает специальный центр «Батыр», где можно оперативно пройти все процедуры. Он находится на Воровского, 25. Россия продолжает специальную военную операцию, потому что мы своих не бросаем. Из Бугульмы очередная гуманитарная помощь отправилась в медицинский батальон. Врачи оказывают первую помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Сбор организовало Содружество пограничников Бугульмы. Неравнодушные горожане собрали около 3 тонн груза. Это медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи, постельное белье, теплые вещи, обувь. Откликнулись и жители соседних районов. Землякам на СВО передали письма с пожеланиями беречь себя и вернуться домой. Пограничники Бугульмы благодарят жителей Бугульмы, Бугульминского района, Бавлинского района, Альметьевского, Лениногорского и всего Татарстана за сбор вещей для 15-го медбата. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бодрудинов. В первый день февраля в Татарстане снова ожидаются осадки. Температура будет довольно комфортной. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Высокой горе облачно, снег. Температура днем 5-6, ночью 6-7 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах, Кайбицах температура днем от 2 до 6, ночью от 2 до 5 градусов мороза. Здесь облачно, пройдет снег. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше осадки в виде снега. Будет пасмурный день, температура в течение суток 5-6 градусов со знаком минус. В Нижнекамске, Агрызии и Сарманово пасмурно, снег. Днем и ночью от 5 до 7 градусов мороза. В Альметьевске, Лениногорске, Бавлах облачно, прогнозирует снег. Температура такая же, 5-7 градусов ниже нуля и в светлое, и в темное время суток. Пасмурную погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске облачно, снег, температура около минус 5 днем и минус 4 ночью. В Болгаре в течение суток 4 градуса со знаком минус. В Елабуге пасмурная погода, небольшой снег, температура 5 градусов ниже нуля днем и минус 6 градусов ночью. В Казани прогнозируют облачный день, местами снег, минус 5 градусов и днем, и ночью. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный около 4 метров в секунду. Влажность высокая, 89%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все, я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Кыннерге замышловался.